у нас замечательный гость, ну, наш постоянный эксперт в рубрике о животных Гульнар Цапалова. Здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель декана по воспитательной работе Башкирского государственного аграрного университета. И сегодня еще в гостях у нас Ангелина Барзыкина, руководитель волонтерского коворкинг-центра ГАУ. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте поговорим о собаках-поводырях. И вот эта фотография для меня на самом деле неудивительна, потому это же лабрадор. Это лабрадор, да. Лабрадор, насколько я знаю, это одна из вот самых часто встречающихся Собак пород. поводырей. Да, используем их именно для помощи незрячим людям. Но изначально использовались немецкие овчарки всегда. Да, собаки-поводырями были немецкие овчарки. Ну вот со временем, потом узнав характер породы, да, стали использовать лабрадоров, золотистых ретриверов и ризеншнауцеров. В России, да. Ризеншнауцеры? Да. В России ризеншнауцеров, конечно, нету практически собак-поводырей, но вот за рубежом их довольно часто используют. А вот немецкая овчарка, это же все-таки порода агрессивная, ну, не то чтобы агрессивная, ну нет, животных агрессивных в принципе нет, насколько мы знаем, но это такая порода у меня лично ассоциировалась, она же специально была выведена в Германии для охоты и охраны людей, в общем. Вообще немецкая овчарка — это уникальная собака, это единственная, наверное, порода собаки, которая поддается всем видам дрессировки. Ее можно использовать в охране, в служебном собаководстве, в полиции, да, поиск людей, спасение людей. Собаки-поводыри — это уникальнейшая собака, немецкая овчарка. А почему ретривер все-таки выхватил пальму первенства? Да. Лабрадор и ретриверы. Ну, прежде всего, у этих собак основное их качество — это человеколюбие. Они просто любят людей. И они очень спокойные, это такие компаньоны. Вот поэтому дружелюбные, очень дружелюбные собаки. Вы руководитель волонтерского коворкинг-центра, да? Работаете ли вы и ваши ребята вот как раз-таки с собаками-поводырями? Да, даже лично я являюсь студенткой ветеринарного факультета, то есть я ветеринар 5-й курс, и мы сами ездим к собакам-поводырям, мы ставим инъекции, если это необходимо, чистим ушки, то есть стрижем когти, помогаем максимально. И ежегодно проводим акцию вот по сбору как раз-таки такой аптечки, и не только, у нас есть огромная организация «Зооволонтеры», помогаем и в приютах также, то есть это огромное-огромное отделение нашего волонтерского центра. Так Здорово. что за аптечка у вас с собой? Давайте поговорим о ней. Что здесь такое? Ну, мы собираем средства для Помощи. владельцев, да, помогаем. Ну, потому что все-таки ветеринарное сопровождение, ну, это не дешевое, Удовольствие, скажем, да. Ну, И вот особенно если вы не мере знаете, что в БГАУ есть ветеринарный центр, в котором можно классно сделать. Потому что многие же идут там рядом с жильем, да, есть, есть частные клиники, в которых Много, цены действительно. просто там такой космос. Кусаются, как собаки. Да, поэтому вот знаете, Да, что в ГАУ есть классный центр, так? И вот мы собираем самые необходимые, такие недорогие медикаменты. И вот у владельцев, у них вот эта аптечка есть. Приходят волонтеры, используя вот эти средства, они профилактическую какую-то помощь, там, осмотр и Оказывают, так да? далее, да, могут оказать. Это аптечки для животных или... Это для животных. Для животных. Просто я Именно увидел там смекту. Ну, и- это да. Да? Давайте расскажем, что там есть. Так, Очень у нас интересно. есть здесь смекта. Так. Это используется при диарее, причем используется и детям, и взрослым, и животным также. да? Правда? Ну, То есть да. уникальный такой... Да, средство. универсальный Супер. препарат. Так. Так, это при рвоте. Животные, они что? Ну, знаете, наверное, они вот ходят, да, что-то Съели. унюхали, Да. съели. Да, что-то не очень свежее и так далее. Вот есть такой препарат метоклопрамид. Очень хороший, да, Это тоже используется и для и людей. человека, и для Давайте мы животных. прям... да. Это не реклама продуктов, это вам, дорогие друзья. Да, вот что настольная, мы знали, да, что с собой прикладная нужно информация. обязательно. Прям рядом Да. будем, чтобы... Да, вот так. Это должно быть обязательно в аптечке у владельцев животных. Это вот, Любых. конечно, вот эти препараты, которые они, оказывают первую Да, первая помощь, помощь. да, рвота, диарея, да, и вот прежде чем пойти
пришли в ветклинику, вы можете дать, да, чтобы остановить эти патологические процессы, чтобы, ну, животное уж не стало себя совсем Но это не плохо только для чувствовать. собак, для кошек тоже подходит, да? Для кошек, да, тоже можно Хорошо. использовать. Уголь активированный, ну, все Да ну знают, ладно, да. прям, да? Да, конечно. Класс. Тут уголь активированный по весу назначается. Тоже так же животное. Точно так же рассчитывается, как и для Да, человека. Для да. чего использовать уголь активированный? При Также при отравлении? отравлениях, да. Мгм. Отлично. Так, Что еще мазь есть? левомиколь. Вот эта мазь, я считаю, наверное, у всех владельцев животных должна быть в аптечке. Обязательно. Очень эффективная мазь, она недорогая и используется при различных ранах, повреждениях там, на коже и так далее. Можно нанести на рану, и заживление идет очень быстро. У Тоже. нас вот, да, хозяин сам нам, ну, сам мазал. То есть мы приходили, а уже все готово. Мы даже очень удивились. Что Ну, есть, да? Да, у него? и что есть, и то, что вот человек сам может ухаживать. То есть мы все объясняем, то есть показываем, и люди уже сами могут ухаживать, хотя это довольно-таки тяжело для них. Да, Мы для видим, что там незрячих. есть бинт, Бинт еще видим обязательно, вата. пластырь. Ну, это Бинт, понятно, да. Ну, это они всё. разных размеров, Да. бинты, вот короткий бинт, вот Ну, пошире в зависимости бинт, от да. зоны применения Вата, ватка. Спиртовая антисептическая салфетка, да, ранку Пластырь протереть. тоже видим. Ну, И пластырь, да, ранки. И фуросемид при почечных заболеваниях, да, при циститах там и так далее. Можно применить. цистит это когда... Да, как- воспаление как- мочевого как- пузыря. Как, нет, имеется в виду, как Мочегонный. владелец может понять, что... Ну, когда Мочегонные. часто, наверное. Ну, даже если владелец, нет, конечно, владелец может и не понять, Да, вот я об этом, да. Но если у вас есть в аптечке этот препарат, да, уже ну, довольно часто назначаемый препарат, так что если ветеринарный врач назначил, хорошо, что он уже у вас есть, и в аптеке не надо покупать. Уважаемые владельцы Здорово. животных, мы сейчас вам прям вот на коленке рассказали о простейшем наборе аптечки, которая должна быть у вас дома, если вы держите животное. Для экстренных случаев. Понятно, что более глубокое вмешательство Конечно, противопоказано людям, которые в этом не разбираются, сразу же отправляйтесь к ветеринару. Но и знаем мы, что у вас акция проводится сейчас, да? Да. Расскажите, пожалуйста. Да, у нас сейчас проводится, опять же, благотворительная акция, которую мы проводим ежегодно. И мы собираем определенные средства, то есть вот, как они раз-таки, да, представлены, такие, да, для наших недорогие. аптечек, которые мы потом предоставляем владельцам собак-поводырей. И мы будем очень рады, если люди будут приносить нам препараты в клинику нашего Приносить аграрного в университета клинику БГАУ. Да. Поучаствовать в этом. А до да. какого числа можно это сделать? до конца ноября. До конца ноября. Отлично. Я думаю, что Дорогие друзья, подключайтесь, обязательно, пожалуйста. да, стоит присоединиться. Спасибо огромное за то, что вы сегодня к нам пришли. Было очень полезно и интересно.